Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием подлинных, или, как еще говорят, чистокровных башкир является только восточная часть нашей республики или даже только Зауралье, с точки зрения этнографии является неверным. И тому примером история башкирского рода Иректы. Потомки башкир рода Иректы ныне проживают в основном на территории Татышлинского и Балтачевского районов Республики Башкортостан, а также Муслюмовского района Республики Татарстан. Как доказано наукой, род Иректы является ответвлением одного из крупнейших башкирских клановых объединений, именуемого Табын. Поэтому коснемся вопроса истории и путей расселения башкир-табынцев. Своим предком башкиры-табынцы и иректинцы считают Майкы-бея из племени Уйшин, которые, по мнению историков, соответствуют древним усуням. Усунь – китайское название группы сако-скифских кочевников, с древности обитавших на территории современного Восточного Туркестана и Семиречья. Китайская форма Усунь соответствует этнониму Уйшин. Уйсуни или уйшины были европеоидным народом. Китайский литератор VII века Янь Шигу писал: «Усуньцы обликом весьма отличны от других иностранцев западного края. Ныне тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами. Суть их потомки». Не случайно основным генетическим маркером башкир-табынцев является гаплогруппа R1A, которая характерна для индоевропейских народов. Во II веке до нашей эры уйшины вступили в неравную борьбу с гуннами, но потерпели поражение и были включены в состав их державы. Начался тюркский период их истории. Империю гуннов сменил тюркский, уйгурский, кыргызский, хазарский и другие каганаты. А в XII веке Великая степь была объединена под властью Чингисхана. Личность Чингисхана оценивается историками по-разному. Одни видят в нем жестокого варвара, принесшего миру неисчислимые страдания, другие считают его мироустроителем. Как бы то ни было, система, созданная Чингисханом, просуществовала несколько столетий. Она стала той средой, в которой формировалось Московское царство и ряд других государств. Одним из сподвижников Чингисхана был упомянутый Майкы-бей Уйшин. Он командовал Борунгаром, то есть войсками правой руки великого завоевателя. Затем служил сыну Чингисхана Джучи, а после смерти последнего его сыну Батыю. Персидский историк XIV века Рашид ад-Дин писал: «Был другой старший эмир по имени Байку. Чингисхан отдал его Джучи вместе с войском. Он командовал правым крылом войска Бату». Рашид ад-Дин Джами ат-Таварих. О Майкы-бей известно достаточно много. Это уникальный случай, когда персонаж попал не только, скажем, в генеалогические источники, шажире, но и отмечен в письменных материалах. Майку или Байку-бей, такая форма тоже употребляется, был одним из ближайших сподвижников Чингисхана. Он фактически командовал родами правого крыла, то есть фактически та часть северных тюрков, которая попала в империю, находилась под управлением Майкы-бея.
Факт сподвижничества основателю мировой монгольской империи Чингисхану стал центральным воспоминанием башкир-табынцев о своем прошлом. В башкирском средневековом сочинении «Кыса» и «Чингисхан» красной нитью проводится мысль о том, что именно благодаря помощи вождей ряда башкирских племен, в том числе Майкы-бея, Чингисхан стал во главе государства. За это великий завоеватель якобы даровал им атрибуты власти и право на владение землей. В частности, Майкы-бею он сказал: «Эй, Уйшин Майкы-бий, пусть твоим деревом будет лиственница, птицей орел, боевым кличем салават, тамгой серьга. Вот ее свойства. А на монетах видно это». Кыса и Чингисхан. Это произведение являлось апологией власти племенных вождей, прежде всего башкир, которые связывали свою легитимность своей власти именно с тем, что она как бы транслируется чингизидами. То есть фактически тот же Майкы-бей, получая от Чингисхана право на управление своими родами, своей территорией, становился легитимным правителем. И там ведь отмечены и другие башкирские рады. Фактически власть империи передавала им своего рода автономию в обмен на выполнение определенных имперских обязанностей. В первую очередь речь шла, конечно, о военной службе, о уплате ясака, но при этом, естественно, главы родов получали право на самоуправление. По окончании завоевательных походов улус Майкы-бея Уйшина, получивший название Табын, вошел в состав башкирского народа. Этимология названия Табын не ясна. Иногда в нем усматривают монгольское числительное табун, то есть 5. Как бы то ни было, сегодня объединение Табын и связанные с ним кланы являются крупнейшей частью башкирского народа. Башкиры рода Табын обитали в Зауралье на территории современных Челябинской и Курганской областей. В Шежере рода Иректы говорится: род Кара-Табын идет от Майкы-бия. Во времена Чингисхана Майкы-бий, живя в местности Миадак в Уральских горах, кочевал в долине реки Миас. Он Чингисхану возил подарки. Став его спутником, ездил вместе с Чингисханом на одной повозке. Дали ему имя Уйшин Майкы-бий. Таким образом, коренной юрт башкир-табынцев находился на реке Миас в районе современного Челябинска. Отмечено, что эта территория тоже входит в состав табынского юрта достаточно рано, уже в XIV веках табынцы смещаются на запад, и в конце XV века с этой территории начинается проникновение табынцев уже далеко на запад, вплоть до территории Казанского ханства. То есть, но при этом табынцы никогда не забывали, что их коренной юрт, то есть, собственно, там, где жил их основоположник, это территория Миаса, территория Челябинского уезда. В XV веке в Сибирском ханстве, в состав которого входили земли улуса Табын, разразилась междоусобица, в результате которой часть башкир-табынцев была вынуждена переселиться на западную сторону Уральских гор. С этого момента возникает множество отдельных улусов. Группа табынцев, оставшаяся в Зауралье, получает название Кара или Кара-Табын, то есть Старший Табын. Группа табынцев, поселившаяся в Приуралье, стала именоваться Кичи или Кесе-Табын, то есть Младший Табын. От него затем выделились такие подразделения, как Курпеч-Табын, Кульчир-Табын, Юмран-Табын, Кумрук-Табын, ныне населяющие территорию Кармаскалинского, Гафурийского и Архангельского районов Республики Башкортостан. Отдельно от них группа башкир рода Кара-Табын ушла на север. Башкирский поэт XIX века Али Чукури писал, что его предок Ахмед Шейх из своего юрта на реке Миас двинулся в долину реки Чусовой, оттуда дошел до Камы и поселился к югу от башкир рода Гайна на территории современного Татышлинского района Республики Башкортостан. Аль-Чукури или Гали Сукорой – башкирский поэт, писатель и суфийский шейх, автор большого числа книг поэтического и религиозного содержания, а также стихотворного шежере и прозаической истории башкир рода Кара-Табын или Иректы,
Проживал в ауле Чукур Иректинской волости, ныне Тетышлинского района Республики Башкортостан, почему носил низбу Аль-Чукури. Али Чукури или Гали Сокорой, как его принято называть в современной башкирской литературе, считал роды Каратабын и Иректе тождественными друг другу. Вернее, последние были непосредственным ответвлением первых. Почему же тогда они не сохранили своего прежнего названия Каратабын, а взяли новое название Иректы? Движение табынцев из Зауралья на запад не было спонтанным и тем более случайным. Будучи кланом, имевшим многовековые традиции служения ханам Чингизидам и державное сознание, они не могли оставаться вне вассально-синьериальных отношений. Действительно, придя в Прикамье, они поступают на службу к казанским ханам. Сохранился тарханный ярлык, выданный казанским ханом Сахиб-Гиреем, предку иректинских башкир, шейх Ахмеду в 1523 году. Крымская династия, воссевшая в Казани, проводила активную внешнюю политику, а для этого нужны были войны. Вот это смещение на Запад, безусловно, оно не могло происходить без какой-либо юридической основы. То есть, двигаясь на Запад, они искали службы. У тех же чингизидов, у Гали Сокрея говорится, что их передвижение на Запад было связано с тем, что они узнали, что на Западе юртом владеют дети Чингисхана. То есть это не просто было бегство такое паническое под угрозой смерти, они искали опять-таки власть правителя империи. То есть для них Казань рассматривалась продолжением юрта Чингисхана, от той гражданской войны, которая в это время шла в Зауралье. Выехавшим на службу башкирским тарханам казанские ханы выделяли земли по реке Ик. Именно поэтому в Западной Башкирии возникают двойники восточных и северных башкирских улусов – Бурзян, Кыпчак, Сынрян, Тамьян, Тангаурская, Табын, Гайна и Иректы. Не случайно в русских документах XVIII века значатся две иректинские волости – Иректинская по реке Танып и Иректинская по реке Ик. Само название Иректы имеет непосредственное отношение к военной службе его носителей. Слово «ирек» на старотюркских диалектах означало «крепость». Следовательно, «ирекле» или по говору башкир Зауралья «иректе» переводится как «несущие службу в крепости». Арифуллах Кииков, сын Али Чукури, являвшийся писателем, историком и суфием, писал: «Племя Иректы разделилось на три улуса. Первый – Ялан Иректы, то есть степной Иректы, который, образовав Иректинскую волость, расположился в Мензелинском уезде на реках Ик и Меля, среди аулов башкир рода Кыргыз. Второй – Урман Иректы, то есть лесной Иректы, а это наш Иль. Третий – Танып Иректы. Все они происходят от рода упомянутого выше Ахмед-шейх Бея». Разделившийся на три части улус Иректы занимает те же самые земли, что и 500 лет назад. Аулы рода Ялан Иректе находятся в Муслюмовском районе Татарстана. Аулы Танып Иректы в Балтачевском районе Башкортостана. Урман Иректы, составляющий ныне большую часть всех иректинцев, расположен в Тетышлинском районе нашей республики. Аул Чукур Тетышлинского района Республики Башкортостан считается старейшим селением башкир-иректинцев, от которого выделились все остальные. Здесь в середине XVI века жил князь рода Иректы по имени Асан. Иректы башкортларының Шәркішті, Юрықшы, Осау, Танып буйларында 20 мең десятина җирләре булган. Иректі башкортлары икенче урында яшәгәндә, Дәүләтяр улы Дәүләтбайның 1525 елда якты дөньяга аваз салып, аның улы туа. Аңа инде мусулман башкорт исеме Әсән дип кушыла. Әсән үсеп буйга җиткәч, зур белемгә лекеше булып өлгәшә. Әсән бабайның йорт кәриясе булган, ул бик гайрәтле, белемле кеше булган. Шуның өчен иректелеләр Әсән бабайны ру башлыгы итеп йөрткәннәр. Согласно преданию, Асан повздорил с неким казанским вельможей Чуртмак-ханом. Началась междоусобная война, в ходе которой последний был убит. Асан возглавил объединение северо-западных башкир, почему его стали именовать ханом. После падения Казани он принял русское подданство.
Память о месте погребения Асан-хана башкиры-ректинцы пронесли через века. Расположенная посреди бывшего колхозного поля могила предка бережно охранялась от разорения в советское время. Әсән хан 16-нчы буатның 2-нче яртысында үзе яшәгән Ирәкте авылында вафат була. Авыл каберстанына җирләнә. Еллар үтү белән авыл 2-нче урынга күчкәч тә каберстан күп еллар буе сакланып килә. Авыл басуларына көчле тракторлар килгәч, каберлекләрне сөреп бетерәләр. Ләкин Әсән бабайның кабере сакланып кала. Авыл халкы, тирә-яктагы күп кешеләр, зыялы дин әһелләре Коръән аятлары укып, дуга кылып торганнар. Шулай итеп, тирә-яктагы нәселдәшләребез хәер дугада торганнар. Ләкин бу изге гамәлне революциядан соң тыйганнар. Нәселдәшләребез аның ташламаганнар, яшерен булса да барып, аның рухына дуга кылып торганнар. В XVIII веке в ауле Чукур жил потомок Асан-хана, Тархан и старшина Иректинской волости Шарип Кииков. В годы Пугачевского восстания он сохранил верность правительству и сражался против повстанцев, за что был удостоен золотой медали от Екатерины II, офицерского чина и дворянства. Его праправнук Арифуллах Кииков написал стихотворение, посвященное сабле моего деда Шарифа, в котором горько вопрошал: «Сколько башкирских голов ты срубила?». Поэтому далеко не случайно потомки Шарипа Киикова Али Чукури и его сын Арифуллах Кииков отказались от военно-административной карьеры, по которой пошли другие представители их рода. Они избрали стезю литературы, просветительства и суфизма, оставаясь при этом горячими патриотами башкирского народа и рода Иректы. В советское время их творчество не только не изучалось, но и в определенный период времени было под запретом. Иликтен булмады бу турыда. Аны телгә алучы да булмады. Менә соңгы дәверләрдә генә 175 еллыгын бәйрәм итүдән соң башланып китте инде. Ана шунда гына башланды. 175 яшын үткәрелде. Монда музейлар төзү булды бит инде, мәчет төзелде, мәчеткә аның исеме бирелде, музейгә аның исеме Али Чукури музее дип аталды бит инде. Һәм музей оештырылды, менә музей әйбәт кенә эшләп килә бу көндә дә. Безнең милләтебез башкорт. Али Чукури үзе әйткән, урман башкортлары дип атаган бит инде Али Чукури. Аның материаллары бар шундый язылган. Без урман башкортлары буламыз дип язылган. Али Чукури был похоронен на родовом кладбище в ауле Чукур. Его сын Арифуллах, содержавший медресе в ауле Курдым, трагически погиб в 1918 году от рук красногвардейцев. Был погребен там же. Однако место захоронения его прапрадеда Шарипа, долгое время остававшееся неизвестным, было обнаружено лишь в наши дни. Потомки Башкир-Иректинской и Табынской властей, населяющие Муслимовский район Республики Татарстан, несмотря на прошедшие столетия, сохранили память о своем происхождении, о котором говорят не только предания, но и топонимия, например, название села Мелля-Тамак. Несколько лет назад Бахтигарей Арманшин, краевед из Татышлинского района Республики Башкортостан, отправился в Татарстан, чтобы установить связь со своими соплеменниками-иректинцами и табынцами из Муслюмовского района, а также отыскать могилу своего предка Шарипа Киикова, который, по преданиям, в конце жизни уехал к своим родственникам в долину Ика и основал там аул. Он начал с того, что стал искать селение, носящее его имя. Однако таковое не обнаружилось. Загадка разрешилась сама собой. Мелле Тамак авылының бер ягы Мелле ягы дип атала, икенче ягы Мелле Шәрип ягы дип атала. Менә Бәхти ягай шушы эзләнүләр белән килгән вакытта алар инде миңа килеп керделәр. Менә монда ди Шәрип авылы бармы диләр. Безгә Шәрип дигән кешенең яшәгән авылын, күмелгән урынын табарга кирәк диделәр инде. Мен әйтәм, сез нинди Шәрип авылын эзлисез? Монда Шәрип авылы юк бездә. Но да юл әйтә, менә ди Мәллә елгасы буенда, Мәллә Тамак дигән җирдә урнашкан булган аның яшәгән җире. Мен әйтәм, Шәрип түгел, Мәллә Шәрип дигән ягы бар. Мен әйтәм, аръякны Мәллә Шәрип ягы дип йөртәләр. Бәлки сезгә шул авыл кирәктер.
Таким образом, выяснилось, что аул Мелля-Шарип некогда входил в состав Иректинской волости и носил имя башкирского старшины Шарипа Киикова. Менә шул Уфа губернасына кергәнгә шул Иректә волосты булганга микән инде башкортка караганга микән менә без инде безнең бит инде әйтәләр инде Каманың бу ягына кадәрге җирләр элек Уфа губернасына караган башкорт җирләре дип әйтәләр инде. Бу шуның белән дә бәйледер дип уйлыйм инде мин. Обследование местного башкирского кладбища дала свои результаты. Искомая могила старшины Шарипа Киикова была найдена. Бу шәхес битендә 50 елга нега каршы 50 елга дәвамында старшина булып торган Гейне волосына Бардымская районы безнең Пермская Иректә волосының старшинасы булып торган, ул хезмәт иткән. Шундый шәхес, аның ниләре күп, безнең якларда ул мәчетләр төзеткән. 1755 елда аның беренче мәчете бар, нидә үзебезнең якларда инде. Аның балалары тоже старшина, походный старшиналар, ясауллар, юртовой старшина бар да, алар шул хезмәт иткәннәр. В местных преданиях старшина Шарип Кииков именовался не иначе, как генералом Шарипом. Патшаның генералы дип бер торган икән, шулай сөйлидер инде. Шарип генерал дип. Шарип дигән кеше ул Иракта волосыннан килгән диделәр инде. Шундый хәл. Аңа шул патша монда җир биргән дә, шул патша биргән җиргә килеп, монда авыл төзегән. Авыл төзеп биткән. Башкортлар яшәгән инде монда, бу якта. Ул шул Иракта волосыннан килгән кеше башкорт булган бит инде. Шуның нәселе шушында үрчеп биткән. Со временем население аула Милля-Тамак становится многонациональным. Здесь по припуску башкир селятся типтяри и выходцы из Казани. У каждой группы населения было отдельное кладбище. Еще одно башкирское кладбище было в Мелля-Шарипе. Дияратлар айырым, һәрбер нигә Казанчы кешенеке айырым, типтәрнеке айырым, башкортныкы айырым дияратлар теге якта. Эш диярат бу якта инде бер генә диярат, башкорт кына булгач. Безнең 380 хуҗалык бөтенесе авылда. Моның башкорт ягында 7-10 хуҗалыгы. Теге ягында калган инде шул 300-дән. Шулай итеп ул Мелля-Тамак дигән ягында башкортлар белән типтәр кешеләре белән Казанчы кешеләр дигән кешеләр арасында тарткалаш булган инде. Кызлар өчен сугышулар төнне кич белән инде. Название села Нижний Табын Муслюмовского района Татарстана говорит само за себя. Здесь проживают потомки башкир рода Табын, входившие в состав Иректинской волости. Казан ханына җимерелгәнче монда төп халык булып яшәгән инде Кара Табын кабиләсеннән килгән кешеләр. Яңадан инде халыклар күченгән, Казан кешеләре килгән, типтәрләр килгән, башкортлар булган монда күпмедер. Менә бу сөйләп тора инде Табын бик борынгы авыл икән һәм аның шушы Урал якларыннан күченеп килгән кабиләләрдән Кара Табын нәселеннән булуын. Недалеко от Нижнего Табына находится село Верхний Табын, в котором также проживают потомки башкир рода Табын. Менә Табын руы халыклары алда әйткәнемчә инде Башкирияда бик күп урнашкан. Башкирияда 2007 елда безне Башкортстаннан Табын руы җыенына, курултаена чакырганнар иде. Без февраль айында анда булырга насыйп булды безгә. Авыл идарәсе башлыгы белән берлектә һәм анда Табынлылар белән менә шушы уруга кергән Табынлылар вәкилләре белән очрашып
бик канагат булып калдык. Время разделило представителей рода Иректы на разные и географически удаленные друг от друга группы. Однако история иректинцев всегда будет единым целым, поскольку их родословная восходит к общим предкам, а прошлое изменить нельзя. Башкиры-иректинцы и табынцы, разделенные административной границей двух соседних субъектов Российской Федерации, по прошествии многих десятилетий наконец нашли друг друга, чтобы восстановить прерванную нить родственных отношений. Татарстанда, Müslüm районында яшәгән иректе уру нәселләре белән, безнең үзебезнең Башкортстанда, Тәтешле районында яшәгән милләтләре иректе уру халкы белән бер-берсенең туганлык, җипләрен, үзләренең нәселләрен табып, бер-берсе белән икәннәрен яшәгәннәрен белсәләр, бигрәк тә әйбәт булыр иде. Бөтен Башкирияда яши торган табын уруы вәкилләренә инде сәлам җибәрәс килә, мондагы табыннар исеменнән. Аларга сәламәтлек, сезгә инде иҗади уңышлар теләп калам, исәнлек, саулык. Башкиры рода Иректы ныне населяют следующие селения Татышлинского района Республики Башкортостан: Аксаитово, Ильметово, Маматаево, Верхнекудашево, Нижнекудашево, Новокудашево, Савалеево, Старо- и Новочукурово, Янгызнарат, Чургулды, Зеремзи, Новые Иракты, Артаулово, Бизь, Зеремзибаш, Кардагушево. В Балтачевском районе Республики Башкортостан к селениям башкир-иректинцев относятся и Нижне- и Верхне-Консиярово, Тыканово, а также деревня Тамаково Дюртюлинского района. Кроме того, башкиры-иректинцы проживают в некоторых селениях Муслюмовского района Республики Татарстан: Варяжбаш, Старый Варяж, Именли, Мелля-Тамак, Митряево, Наратасты, Салаус-Мухан, Нижний и Верхний Табын, Тамьян. Род Иректы является эксклюзивным башкирским явлением, поскольку в составе других народов, имеющих родовую структуру, казахов, нагайцев, кыргызов, туркменов, подобного родового подразделения нет. В самом названии Иректы отразилось множество смыслов, указывающих на их происхождение. Возможно, именно это помогло башкирам-иректинцам сохранить память о своем прошлом, о своих родоначальниках и выдающихся представителях рода. А покуда есть память, будет существовать и сам род.